Одной из составляющих общественного здоровья является здоровье матери и ребенка, в том числе репродуктивная и здоровая беременность. С целью обеспечения ответственного отношения к этим важным вопросам в перинатальном центре проводится семинар для медспециалистов и лекция для молодых мамочек. Тренинг проводится совместно с Республиканским центром общественного здоровья и медицинской профилактики. Репродуктологи, акушер-гинекологи, также узкие специалисты, участвующие в поддержании здоровья беременных, сегодня обсудили такой важный вопрос, как кормление грудного ребенка. Вы должны помнить этапность, как адаптируется новорожденный после рождения. Также отметили преимущества грудного вскармливания, начиная от поддержки здорового развития мозга у младенцев, защиты от инфекций, снижения риска ожирения и болезней детей и до снижения затрат на здравоохранение и защиты кормящих матерей. Международные организации признают важность обеспечения равного доступа к здравоохранению и информации в области репродуктивного здоровья для всех людей. Нужна диспансеризация детей, ежегодная диспансеризация детей с детства педиатрами до 18 лет, а потом уже семейными докторами. И здесь обязательно нужно обследование перед плановой вакцинацией детей. Обязательно нужна вакцинация, если нет противопоказания к этой вакцинации. Это тоже является профилактика бесплодия в будущем у этих детей. Потому что прежде всего с помощью вакцинации мы боремся с инфекционными заболеваниями. И даже не столько с этими заболеваниями, сколько с осложнениями от этих заболеваний, которые в будущем могут приводить к инвалидизации человека и к такой патологии, от которой может впоследствии развиться бесплодие. В рамках недели ответственного отношения к репродуктивному здоровью и здоровой беременности в перинатальном центре провели беседу с мамами о необходимости прегравидарной подготовки, о бережном отношении к своему организму и об ответственности за свое здоровье не только в период, но и до беременности. Если есть проблемы с сахарным диабетом, ожирение, нарушение функции щитовидной железы, то проводится консультирование у эндокринолога, обозначается спектр анализов, которые она должна пройти, измерение сахара. Существует множество факторов, влияющих на репродуктивное здоровье и здоровую беременность, включая доступ к медицинским услугам, образование, культурные убеждения, социально-экономическое положение. Согласно исследованию, более трети женщин испытывают длительные проблемы со здоровьем после родов из-за ненадлежащего внимания тревожным сигналам, которые подает организм. Для предотвращения таких неприятностей, по убеждениям докторов, очень важно проводить профилактические беседы с молодыми родителями. Такие мероприятия у нас проводятся достаточно часто. У нас есть кабинет планирования семьи, который как раз-таки занимается организацией таких мероприятий с поддержкой руководства. Вот мы очень активно это приветствуем. На этой неделе уже это второе мероприятие. Здоровье человека, по данным Всемирной организации здравоохранения, на 20% зависит от наследственных факторов, на 10% от медицины, на 20% от экологии и на 50% от образа жизни. И на этот случай действует перефразированное утверждение: сохранение здоровья человека – дело рук самого человека. Придерживаясь ЗОЖ и снижая влияние неблагополучных факторов, мы можем не только оставаться здоровыми до глубокой старости, но и восстанавливать свой организм в случае сбоев. Мадина Цора, Магомед Дарсигов, Магаз 24.